Добрый день, телезрители, коллеги, друзья. С вами в студии Беруля Олег, тендерный эксперт в сфере государственных торгов. Наверное, сегодня не самая веселая тема, о которой хотелось бы рассказать, но тем не менее обходить стороной ее категорически запрещается. Передача посвящена ответственности в сфере госзаказа. При этом обращаю внимание, что ответственность у нас несут обе стороны, участвующие в закупочной деятельности. Это как поставщики, так и заказчики. Правда, стоит упомянуть, что тяжесть последствий, конечно, у них абсолютно разная. Хотя, с другой стороны, как сказать, предлагаю детально проанализировать сегодня ответственность обеих сторон. Что касается поставщика, он в первую очередь несет финансовую ответственность, причем она достаточно широкая. На поставщика могут наложить штраф, пеню, он может потерять обеспечение контракта, обеспечение заявки, обеспечение гарантии, с ним могут расторгнуть контракт, не принять товар, задержать оплату, не выбрать весь товар по контракту. К сожалению, для поставщика ситуация не перечесть. Получается, финансовая ответственность маячит для него со всех сторон. Именно для поставщика, не знающего или нарушающего закон о закупках. В свою очередь, государственный заказчик несет дисциплинарную, гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность. Вот такой широкий спектр. А теперь давайте к деталям. Потенциальный участник тендерных торгов решил принять участие, например, в закупочной процедуре. Соответственно, он обязан, повторяю, обязан знать не только суть самой процедуры, но и возможную ответственность за нарушение требований закона. Начнем с того, на что следует обратить внимание в первую очередь ему. Это обязательные пункты государственного контракта. 44-й федеральный закон определяет обязательность присутствия в тексте государственного контракта информации об условиях ответственности, в частности, сведения о всех мерах наказания за невыполнение или некачественное выполнение условий контракта заказчиком или поставщиком, за просрочку выполнения обязательств, взыскания в форме пени за каждый день неустойки, а также условия расторжения контракта, если таковое имеет место быть. Таким образом, закон не только контролирует исполнение должным образом госконтракта, но и страхует стороны, заключающие его, от конфликтных ситуаций. Далее. Документация закупки – это обязательная часть любого тендера. Участники должны обязательно с ней ознакомиться со всеми требованиями, со всеми условиями. Прочитать надо вдумчиво каждый пункт, потому что потом с поставщика все это будут требовать. Типичной ошибкой является невнимательное чтение требований к претендентам. Это перечень документов, которые предоставляются во второй части заявки, если, например, речь идет об электронном аукционе. Например, проводится открытый конкурс либо аукцион и необходимо смонтировать ЭТС. В документации указано, что участник открытого конкурса должен соответствовать требованиям, которые предъявляются законодательством к исполнителям данного вида работ. То есть речь, например, идет о лицензии ФСБ. И если победа в тендере будет за вами, а лицензия отсутствует, победитель лишается контракта. Вы должны понимать, участник конкурса должен соответствовать всем требованиям, которые предъявляет заказчик. Потом не получится сказать «я не знал» или «забыл». Напоминаю, незнание закона не освобождает от ответственности. Теперь к ТЗ. ТЗ – это техническое задание. С ним также следует очень внимательно ознакомиться. Очень внимательно. Техническое задание – это основа всех основ. В этом документе все требования к поставке товара или выполнению услуги. И именно этот товар, именно эту услугу, а не что-то другое, потом придется ставить заказчику. Хочется обратить ваше внимание еще на один момент очень важный. С 1 сентября 2016 года заказчик обязан, обращаю внимание, обязан инициировать расторжение контракта, если поставляемая продукция не соответствует требованиям, внимания, извещения или документации. Или, допустим, участник предоставил недостоверную информацию о соответствии товара таким требованиям. И именно эти изменения внесены в закон 44 ФЗ, в документе 365 федеральный закон. И вступил он в силу с 1 сентября 2016 года. Поэтому поставщику не получится в документации, в своей заявке согласиться со всем, а вживую поставить что-то другое. Далее еще один подводный камень. После того, как участник объявляется победителем, в установленный срок он должен направить заказчику проект подписанного со своей стороны контракта. Если такой проект не направляется участникам, то он может быть признан как уклонившийся от выполнения контракта. А это, друзья, грозит
занесением в реестр недобросовестных поставщиков и отстранением от дальнейшего участия вообще во всех закупках. Федеральная контрактная система – жестко регламентированный федеральный закон. В нем прописан каждый шаг участников, будь то заказчик или поставщик, сроки, регламент проведения, действия в том или ином случае и много-много другое. Абсолютно все прописано там. Соответственно, нужно четко придерживаться всех сроков, указанных в данной сфере. И все объяснения, как я уже говорил, я забыл, я не успел, я не смог, даже не будут рассматриваться. Наведением закона 44 ФЗ служит взыскание со стороны нарушившей условия контракта, пени, например, в случае просрочки, и штрафа за невыполнение договора недолжным образом. При этом регламентирует этот документ постановление правительства номер 1063. Если в первом случае размер пени зависит от времени неустойки, то во втором размер штрафа является фиксированной денежной суммой, указанной в контракте. Из этого следует, что административная ответственность может носить и финансовый характер. Как я уже говорил, фиксированный штраф – это новелла федеральной контрактной системы. Давайте немного осветим этот вопрос. Размер штрафа устанавливается у нас в контракте в фиксированном виде. Если цена контракта до 3 миллионов рублей – 10%, от 3 до 50 миллионов рублей – 5%, от 50 до 100 миллионов рублей – 1%, и дальше, внимание, от 100 миллионов рублей – 0,5%. Суммы, как вы видите, колоссальные. Но в то же время я рекомендую поставщикам уметь отстаивать свои интересы и при этом знать свои права. Вот, например, одно из писем разъяснений Министерства экономического развития о том, что поставщик не будет платить штраф, если заменит некачественный товар. Но при этом такое правило применяется, когда после предъявления претензий поставщик, не нарушив срок исполнения контракта, предоставил товар надлежащего качества, а заказчик принял и оплатил его. Документом является письмо разъяснения Министерства экономического развития. Опять же, поставщик должен знать нюансы, при которых на него налагают штраф. Например, в случае, когда величина штрафа не определена, условие о неустойке за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, внимание, признается несогласованным. То есть штраф взиматься не будет. К данному выводу у нас пришел суд, отказав заказчику во взыскании штрафа с поставщика, который нарушил условия контракта. При этом конкретный размер штрафа, исчисляемый с учетом 44 ФЗ, в контракте предусмотрен не был, и штраф не был заплачен. Видите, насколько полезно об этом знать. Теперь еще об одних рисках, которые несет поставщик. Это потеря обеспечения заявки контракта. Обеспечение заявки не возвращается в случае уклонения или отказа участника закупки заключить контракт. И второй вариант, если участник не предоставил или предоставил с нарушением обеспечение исполнения контракта. Соответственно, если вы не вовремя и не в полном размере оплатили обеспечение контракта, вы потеряете обеспечение заявки. Если вы забыли подписать контракт, у вас, например, выключили интернет, и вы не смогли подписать контракт, у вас, например, сломалось ЭЦП, и вы также не смогли подписать контракт и так далее. Все это будет квалифицироваться как уклонение от заключения контракта, и участник теряет все деньги, которые он заплатил в обеспечение заявки. А я хочу напомнить, что обеспечение заявки у нас варьируется от 0,5 до 5% от суммы контракта. Ну, это достаточно большие суммы. Например, если контракт на 10 миллионов, то обеспечение заявки может быть 500 тысяч рублей максимально. Очень большая сумма. А знаете ли вы случаи потери обеспечения заявки из-за отклонения заявки участника? Многие про этот случай не знают, а зря. Если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей 3 ваших заявок на участие в электронном аукционе, поданных одним участником, и, допустим, эти заявки отклонены аукционной комиссией, соответственно, оператор электронной площадки, на которую поданы эти 3 заявки одним участником, перечисляет заказчику денежные средства, внесенные этим участником в качестве обеспечения заявки, на счет которой указан, соответственно, заказчиком. То есть вашу заявку в электронном аукционе отклонили 3 раза по вторым частям. И в 3-й заявке вы потеряете обеспечение заявки, если вас 3 раза отклонили. Не все про это знают. Теперь, когда теряется обеспечение контракта, в случае расторжения с вами, соответственно, этого государственного контракта, у вас возникает вопрос, а когда контракт расторгается поставщиком? Мы уже с вами как говорили, когда поставляемый товар или услуга не соответствует техническому заданию. Тут все понятно. А еще в случае обнаружения неустранимых недостатков,
недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения. В случае, если продавец в разумный срок не выполнил требования покупателя о доукомплектовании товара. Далее, в случае, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным. Еще один случай, если отступление в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы, установленные заказчиком в разумный срок, не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми. При всех этих случаях контракт будет с вами расторгнут, и поставщик потеряет деньги. А я напоминаю, это 30% от суммы контракта. Возвращаемся к нашему 10-миллионному тендеру и понимаем, что обеспечение контракта будет 3 миллиона рублей. Это очень много. И эти деньги могут быть поставщиком потеряны. И тут важно поставщику знать свои права. Вот вы знаете о том, что поставщик тоже может расторгнуть контракт с заказчиком. Да. Вы не ослышались. Поставщик имеет право расторгнуть контракт с заказчиком, но в определенных случаях. Каких? В случаях невыборки заказчиком товаров в установленный договором поставки срок, а при его отсутствии в разумный срок после получения уведомления от поставщика о готовности поставки товаров. Другой случай, если заказчик в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материалы, оборудование, техническую документацию или переданную для переработки вещь, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности. Получается, если для выполнения контракта используется какое-то оборудование, например, заказчика, оно, допустим, неисправно, поставщик может расторгнуть контракт. Еще случай. В случаях непредоставления материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке вещи, и это препятствует исполнению договора. Например, вам для выполнения контракта нужна техническая документация, а вам ее не предоставляет заказчик. Вы точно так же можете расторгнуть контракт с ним. Конечно же, это нужно знать. Теперь переходим с вами к заказчику. Заказчик у нас несет более широкую ответственность. Это дисциплинарная, гражданская правовая, административная и уголовная ответственность. Административная ответственность. Как показывает судебная практика, административная ответственность – это один из самых распространенных способов наказания заказчиков за серьезные ошибки при осуществлении процедуры государственных закупок. Основные административные нарушения, при которых наступает данный вид ответственности, это внесение изменения в условия госконтракта. Например, нельзя изменять информацию о сроках выполнения контракта обеими сторонами. Нарушение порядка осуществления самой процедуры, как-то не так она проводится. Неправильное ведение реестров госконтрактов. Публикация или подача неправдивой или недостоверной информации, а также отсутствие требуемых сведений и несоблюдение условий госконтракта. Чтобы ознакомиться со всеми видами нарушений в госзаказе, вам потребуется ознакомиться с Кодексом об административных правонарушениях. Он еще называется КоАП. Кстати, хочу заметить, что штрафы для должностных лиц варьируются у нас от 5 до, внимания, 300 тысяч рублей. Из этого следует, что административное законодательство регулирует отношения, которые связаны именно с обеспечением госзаказа. Лицо, которое обвиняется в совершении административного правонарушения, при этом должно нести ответственность напрямую перед самим государством. Следует также отметить, что такому виду наказания могут быть подвержены не только должностные лица госзаказчика, а также, внимание, члены тендерной комиссии, оператор электронной площадки, уполномоченные лица, размещающие заказ на сайте, специализированные учреждения, представители уполномоченных органов, специалисты, которые отвечают за ведение официального сайта по закупкам, управляющие органы и их должностные лица и тому подобное. На всех этих лиц у нас может быть наложен штраф, напомню, до 300 тысяч рублей. Это очень большие деньги. Теперь переходим к самой главной ответственности, уголовной. Среди условий, при которых наступает уголовная ответственность за преступления, совершенные при осуществлении госзакупок, нужно отметить, наверное, самые важные. Да? Это злоупотребление своими должностными обязанностями, полномочиями, расход средств госбюджета с целями, не прописанными в госконтракте. Далее, обращаю внимание, халатность со стороны должностного лица.
фальсификация и мошенническая деятельность, действия с целью не допустить, устранить или ограничить конкуренцию среди участников торгов. За все эти действия придется ответить в рамках, внимания, Уголовного кодекса. Я вам очень, конечно, не рекомендую этого делать. Подобный краткий обзор различных типов ответственности говорит о том, что федеральная контрактная система стала более защищенной в плане осуществления процедуры госзакупок надлежащим образом, а также контроля этого процесса со стороны государства. И как видно из последних новостных сводок, органы власти взяли курс на контроль за качеством поставки услуг и товаров, закупаемых у поставщиков, а также, внимание, они следят за стоимостью контракта. Ну, друзья, я думаю, поживем, увидим. Сегодня была действительно очень важная тема. Я очень рад, что донес в рамках этой передачи сегодня до вас. Спасибо за внимание. Удачи вам в госторгах, друзья. С вами в студии был Беруль Олег.